На пресс-конференции участников мало, все в рамках соблюдения эпидобстановки. Вопросы разные, темы интересные. Национальный план развития конкуренции региона, 4 публичных обсуждений и самый крупный сговор на торгах в истории нашей страны. По итогам рассмотрения этого дела было принято решение о наличии в действиях 3 хозяйствующих субъектов, а также 2 индивидуальных предпринимателей картельного сговора при участии в 7 тысяч закупках на общую сумму порядка 9 миллиардов рублей. Приведу несколько эпизодов по данному делу, интересных фактов. Это расследование длилось почти 2 года. Было проанализировано более 160 тысяч файлов. Сговор охватил около 7 тысяч закупок по всей стране. Анализ рынка составлен на 3256 листах. Решение о нарушении написано на 1039 листах. Дело состоит из 20 томов. Основные нарушения, которые допускались организаторами торгов, это размещение информации в некорректной форме. По части антимонопольного законодательства вынесено 66 постановлений о наложении административного штрафа на сумму около 21 миллиона рублей. В это же число входят также и дела по картельным сговорам, которые возбуждались и рассматривались в прошлом году. Также нами было выдано 9 предупреждений и 1 предостережение по признакам нарушения требований закона о защите конкуренции. Из них 5 предупреждений исполнено в срок, 1 предупреждение находится на стадии исполнения. За неисполнение 2 предупреждений установлен законом срок, возбуждено 3 дела по статье 15 Закона о защите конкуренции. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии постоянно проводится контроль за действиями, ограничивающими конкуренцию, в том числе со стороны органов власти. Именно свободная конкуренция между участниками рынков стимулирует развитие новых технологий и поиск наиболее эффективных способов производства. При создании МУПа им сразу с бюджета покупается, там, допустим, если это уборка, да, там, улиц и так далее, покупается сразу автотранспорт, тут же там рабочие места определяются, помещения им с муниципалитета выделяется, также денежные средства им даются и так далее. А ИП или ООО, который создается, ему необходимо с нуля это делать. То есть у вас у ИП должен свой стартовый капитал. Естественно, на старте, получается, вы уже проигрываете муниципальному или государственному предприятию, который уже зашел туда с определенным своим балансом. Визуальный прогноз на будущее, который можно четко увидеть и оценить, не отмеченной не осталась тема дорожной карты, которая представляет собой пошаговый сценарий развития экономики. Это касается таких систем, как здравоохранение, образование, культура. Дорожная карта включает в себя 36 товарных рынков по 11 основным направлениям, по которым определены 40 ключевых показателей. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.